Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Уникальное предприятие для региона. В Якутске началось строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов. Поворотный момент. На территории республики по итогам 5 месяцев этого года зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий. Познакомиться с работодателем и узнать всю волнующую информацию о вакансиях смогли жители Якутии. В регионе состоялся второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Горы собранных отходов отправлены на полигон. Волонтеры «Чистой Арктики» и местные жители собрали свыше 26 тонн мусора. Особое времяпрепровождение в летний период. В Мирнинском районе формируются детские трудовые бригады. Под руководством первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова состоялось заседание оперативного штаба. Известно, что в настоящее время на территории региона тушат 3 лесных пожара в Оймяконском, Момском и Верхнеколымском районах. Выполняются все необходимые меры по тушению. На данный момент нельзя не отметить положительную динамику. Однако, хоть пожаров и стало меньше, бдительность терять не стоит. По прогнозам, в центральной и северо-восточной частях республики ожидается сильная жара в районе 30-35 градусов. На сегодняшний день имеем 3 пожара. Это в Оймяконском, Улусе, Момском и Верхнеколымском районе. И в целом мы с начала пожароопасного сезона имеем 41 пожар, когда как в прошлом году было 130 в это время. И площади в этом году у нас пройденных пожаров в лесной зоне более 5184 га, а в прошлом году это было почти 50 тысяч. И считаю, что идем, так скажем, более-менее. Полигон города Якутска на 9-м километре Вилюйского тракта давно себя исчерпал. Сегодня имеются серьезные проблемы в его эксплуатации. И по поручению главы Якутии Айсена Николаева 10 июня 2022 года началось строительство объекта полигона размещения твердых коммунальных отходов, которым занялось государственное унитарное предприятие ЖКХ. Подробности в материале Марины Захаровой. На данный момент полигон состоит из 4 карт, 2 из которых будут сданы уже в этом году. Остальные 2 планируются к сдаче через 8 лет. 5-я, последняя карта, будет возведена после заполнения остальных. По плану она будет возвышаться над всеми 4 картами. Каждая из них по нормативам рассчитана на 5 лет, однако при правильной эксплуатации может прослужить и больше. 600 километров в ширину и километр 100 в длину. Полигон в рамках реализации первого этапа сдачи первых 2 карт в себя вмещает около 280 тысяч кубов ТКО. Ходом строительства, скажу, удовлетворен. Между тем, все равно в силу некоторых моментов есть по некоторым позициям отставания. Но подрядчик доложил, что через неделю эти отставания будут уже устранены. Нагонный график уже составлен, и по нему уже подрядчик уверенно идет. И через неделю, я надеюсь, услышу, что все отставания, они устранены. Данный полигон уникален во многих аспектах. Сам он является первым в своем роде на территории нашей республики. В работе были использованы высокотехнологические материалы, не позволяющие отходам проникать в землю. Всего на карте укладывается 12 слоев, включающие в себя как защитные слои горного песка, так и полистироловые покрытия, укладываемые в шахматном порядке в 4 слоя, чтобы избежать нахлеста, а также геотекстиль и бентизол для предотвращения попадания любых жидкостей и газов в окружающую среду. Сюда будет уже поступать в брикетированном виде, в уплотненном виде, да, и для того, чтобы нашей земле не навредить, здесь укладываются как инертные материалы, укладывается защитный слой. Сейчас вот на ваших глазах проходит геотекстиль, укладывают, также слоем является и мембрана, все защитные слои, которые требуются для того, чтобы отходы не поступали в почвенный покров и, соответственно, не навредили окружающей среде. Помимо всего этого, на территории обустраивается хозяйственно-бытовая зона. Это административно-бытовой корпус, гараж, мастерские, склады хранения инвентаря и двухзонная автовесовая.
На въезде машины будут взвешиваться и проходить дезинфекцию. Современные технологии и строгие правила. Основной целью данного проекта является сохранение окружающей среды и вечной мерзлоты в республике. Марина Захарова, Дилустан Иннокентьев, Якутск. На территории республики по итогам 5 месяцев этого года зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий на 10%. 24 из них совершено водителями, находящимися в состоянии опьянения. Погибло 20 человек, травмы различной степени тяжести получило 329. Только в период с 20 по 23 июня в ДТП в Ваймиконском, Усть-Алданском, Нюрбинском и Чурапчинском районах погибло 8 человек. Прокуратура республики разъясняет, что за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность с назначением наказания до 15 лет лишения свободы. К слову о дорожно-транспортных происшествиях. Одно из них произошло накануне. Ночью 23 июня на автодороге муниципального значения Чукар-Бысытах произошло столкновение двух мотоциклов. 3 человека погибли, 1 получил травмы. 19-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим мотоциклом, за рулем которого находился 18-летний молодой человек. В результате столкновения погибли оба водителя, а также 16-летний пассажир одного из них. 18-летняя девушка-пассажир получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Права управления транспортными средствами погибшие водители не имели. Мотоциклы не зарегистрированы в установленном порядке в ГИБДД. Кроме того, ни у одного из участников ДТП не было шлемов и других средств защиты. Буквально 3 дня тому назад, 20 июня, в Намском районе произошло похожее дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Там за рулем находился 13-летний подросток, и только по счастливой случайности несовершеннолетние дети 13 и 12 лет остались в живых. Госавтоинспекция напоминает, что любым видом транспортного средства необходимо управлять только при наличии водительского удостоверения, которое получает после прохождения обучения, а также сдачи экзаменов теоретической и практической части правил дорожного движения. Волонтеры «Чистой Арктики» и местные жители собрали свыше 26 тонн отходов и очистили от накопившихся отходов около 1500 гектаров на территории в первой экспедиции в республике. Всего в уборках приняли участие около 60 человек. Они помогли рассортировать собранный мусор, упаковать и брикетировать его по категориям. Теперь горы собранных отходов вывезли на полигон. Оттуда основную часть груза отправят на переработку, часть утилизируют. Арктические уборки в Якутии продолжатся до глубокой осени. В августе «Чистая Арктика» запустит экспедицию в Тиксе Булунского района. Также большая работа ожидается в поселках Усть-Куйга Устьянского района и Сахая и Батагай Верхоянского района. Самолеты авиакомпании «Якутия» с 29 июня снова начнут курсировать по маршруту Якутск, Харбин и обратно. Рейс будет выполняться еженедельно по четвергам. Тарифы начинаются от 20 520 рублей по курсу валюты. Норма бесплатного провоза багажа 15 килограммов, ручная кладь 10. На маршруте работает сухой Суперджет 100. Время в пути 2 часа 35 минут. Сила партнерских отношений, сотрудничество для долгосрочного успеха. В столице Якутии прошел международный форум для укрепления российско-китайских отношений. На мероприятие прибыла делегация из Китая. Во время пленарного заседания глава региона Айсан Николаев отметил, что Китай – крупнейший торговый партнер не только страны, но и республики в частности. Так, 19 муниципалитетов Якутии имеют братимские соглашения с 22 провинциями Китая, а торговый оборот за прошлый год превысил $3 миллиарда. Кроме того, в рамках форума еще 6 муниципалитетов Якутии заключили побратимские соглашения с иностранными партнерами. Считаю, что есть большая надежда, что сделать Дальний Восток России и Северо-Восток Китая районами совместного процветания и совместного дальнейшего развития. Я в этом уверен, что такая перспектива есть. Льготную образовательную программу, обучающую IT-специальностям, запустили для жителей Якутии. Мининновации Республики и Технопарк Якутия запустили совместный проект с платформами онлайн-курсов по обучению якутян IT-специальностям. В первом потоке примут участие 100 человек. Они будут обучаться на платформах со скидкой до 90%, а также получат все необходимое техническое оборудование для обучения.
Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла на 35 региональных и 4 федеральных площадках. В том числе ярмарка работала и во всех улусах Якутии. На площадке, работавшей в столице региона, побывал наш корреспондент Мария Кардашевская. В центрах занятости республики зарегистрировано более 5000 якутян, находящихся в поисках работы. Обширная ярмарка трудоустройства предоставляет возможность найти любую профессию из востребованных в современных реалиях. Вакансии у нас представлены, что называется, на любой вкус. Из них 2/3 – это, конечно, промышленная отрасль, которая на сегодняшний день испытывает дефицит в кадрах. Кроме этого, у нас представлены вакансии в системе здравоохранения, в системе образования. Федеральные структуры представили свои вакансии. Кроме этого, в этой ярмарке у нас представлены учебные места в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования в вузах, которые работают на территории нашей республики. Главная задача ярмарки – именно состыковать, соединить людей, чтобы совпали интересы и человека, который ищет работу, и работодателя. Это, конечно, со стороны работника это достойная заработная плата, со стороны работодателя это наличие квалификации, ну и, конечно же, чтобы эта работа была по душе. Около 100 организаций по всей республике представили более 5500 вакансий. Наша съемочная группа опросила соискателей, какую работу они хотели бы найти. Я ищу где-нибудь в Министерстве внутренних дел. У меня образование среднее профессиональное, а по специальности правоохранительная деятельность. Сократилась, сейчас ищу работу. Вообще бухгалтером хочу. Да, потому что в банке уже не хочу бухгалтером поискать. Но опыта бухгалтера нету, вот смотрю, вдруг получится. Я юрист по образованию, и у меня не было определенной цели, я просто хотела узнать, какие тут вакансии имеются, какие предприятия есть. Нет, пока ищу. Я ищу работу кадрового работника, либо архивариуса. Обширная программа, много работодателей. Да, я пока смотрю в горной промышленности. Кроме того, в течение дня на портале «Работа России» транслировался онлайн-марафон с 4 площадок. Это Владивосток, Москва, Тула, Екатеринбург. Более 40 спикеров рассказали о наиболее актуальных темах рынка труда. Сегодня республика находится на своем историческом минимуме по безработице. Это 5,8% населения, то есть менее 6000 человек. Ярмарка «Работа России. Время возможностей», на которой представлено более 5500 вакансий по всей республике, это отличная возможность для каждого найти себе работу по душе. Мария Кардашевская, Иван Сорокомов, Якутск. В Якутске состоялась стратегическая сессия Министерства здравоохранения. В группах были обсуждены вопросы по разработке эффективных механизмов формирования межведомственного взаимодействия. Участники сессии выдвинули свои предложения: принять проект внедрения корпоративных программ здоровья сотрудников каждой организации республики с подписанием коллективного договора, организовать массивную информационную кампанию по оповещению населения, внедрить все основные мероприятия корпоративной программы здоровья сотрудников на рабочих местах. Единую цифровую платформу строительства и информационную систему «Автоматизированная система учетов животных без владельцев» внедрят в республике. Платформа создается в целях повышения качества и эффективности управления строительными процессами при принятии управленческих решений и контроля за их исполнением. Автоматизированная система – это единый цифровой информационный ресурс по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, по осуществлению контроля проведения мероприятий в сфере обращения с животными. Он будет способствовать повышению эффективности реализации программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». В Мирнинском районе уделяют особое внимание на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в трудовые бригады, формируемые в поселениях Мирнинского района. Это подтверждает ежегодно выделяемые колоссальные средства на организацию труда детей. В этом году оно составило более 15 миллионов рублей. Меня зовут Данила. Ученик 10 класса школы номер 1 города Мирный Данила Йоршин уже думает, куда потратить свои честно заработанные деньги. Этим летом Данила записался в летний лагерь труда и отдыха. Тем самым он проведет лето не только с пользой, но и с приятным бонусом. Заработанные деньги потрачу на нужды, вещи,
на школу, что-то маме. Вот. Ну, время проводим хорошо. Утром зарядка, потом завтрак, потом обсуждение планов на рабочий день. Идем на заявку, убираемся до обеда, идем кушаем. И потом, если есть еще заявки, мы убираемся после обеда. Если заявок нет, мы сидим в кабинетах и думаем о проекте. Дети в летнем лагере труда на протяжении 21 дней занимаются уборкой города, общественных пространств, уборкой прилегающих территорий школ города. Ведь основная задача лагеря – это воспитать у школьников любовь и уважение к труду, развить их общественную активность. Значит, в нашем центре дополнительное образование сейчас работают дети в первом сезоне 115 человек, из них конкретно 20 человек дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Финансирование идет от Мирнинского района, от бюджета Мирнинского района, также предусмотрены средства от государственного бюджета Республики Саха-Якутия, ну и, конечно же, посильную помощь помогает нам наша компания «Ауроса». Приходят небюджетные средства для того, чтобы организовать работу и отдых наших детей. Для подростков пребывание в трудовом лагере является возможностью не только впервые попробовать себя в качестве настоящего работника и заработать первые деньги, но и просто прекрасно провести свободное время. Ведь зарабатывать самому – это мечта каждого подростка, так как это прекрасная возможность почувствовать себя взрослым и независимым. Анна Васильева, Мирный. Алданская швейная фабрика набирает объемы производства. В настоящее время в цехах производится продукция для местных предприятий. В планах у руководства выход на республику. Продолжение темы в нашем сюжете. Ну, в общем, это птительная машина. На ней мы пробиваем петлю. То есть на штанах уже готова продукция, петля одна. Заготавливается гульф. На гульфе пробивается это в заготовках, так же, как хлястики. Для удобства мы пробиваем сразу, чтобы потом не ворочать, значит, всю продукцию. Наталья – бригадир Алданской швейной фабрики. Она организует производственный процесс, следит за оборудованием и контролирует работу сотрудников. Также Наталья выполняет обязанности закройщика. За смену нужно изготовить определенную норму изделий. По 10 костюмов надо отшить, например. Ну, мы видите, мы как запускаем потоком, чтобы удобно, потому что не каждая швея знает все операции. Скоро Алданская швейная фабрика отметит 4 месяца со дня основания. Решив организовать собственное дело, Елена Елистратова зарегистрировалась в бизнес-инкубаторе в качестве предпринимателя. Поддержку ей оказала ассоциация «АЯ». Нам дали займ, нам предоставили помещение, и мы вот сейчас им отшиваем рабочую одежду. Швейная фабрика производит продукцию для местных предприятий. Униформа, постельное белье, шторы, одеяло. В пошивочном цехе изготавливаются разные ее виды. Потребность как в одежде, так и в изделиях бытового назначения имеется во многих сферах, и услуги фабрики востребованы. В перспективах, о планах развития этого производства, оно очень актуально для нашего района. Это и пошив всевозможных, вплоть до театральных костюмов, потому что человек с большим опытом. И для нас, конечно, это для района очень актуально, что у нас получилось открыть такую организацию, как Алданская швейная фабрика. Ну, действительно, очень актуальное направление. Допустим, если взять, опять же, наши подведомственные учреждения, то у нас в районе проживает порядка более даже 600 проживающих, то есть в интернатах, по сути, это тоже достаточно большой рынок. И на самом деле наши учреждения в этом заинтересованы. Актуальность развития швейного производства в Алданском районе очевидна. Уже сейчас изготавливаемые фабрикой объемы продукции внушительны. Однако Елена не собирается останавливаться на достигнутом. Вообще я себе такую задачу поставила – развить легкую промышленность в Якутии. Я очень хочу, чтобы наше предприятие росло, поэтому мы можем принимать заказы со всей республики. На фабрике трудятся 12 мастериц. 2 бригады работают посменно. Кадровый вопрос в швейном производстве стоит остро, и пути решения этой проблемы Елена разрабатывает. В настоящее время в коллективе несколько учениц.
Центр труда и занятости нам помогает. И Алданский политехнический техникум. Вот сейчас мы с руководством договаривались о том, чтобы мы уже здесь на месте обучали на швей. В перспективе Елена планирует приобрести и дополнительное оборудование, которое расширит возможности фабрики. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Лучшие выпускники Нерюнгринского района получили заслуженные награды. 27 человек из разных школ города и поселков показали высокий уровень знаний, умений и навыков по общеобразовательным предметам. В торжественной обстановке ребят поздравили учителя, представители Совета депутатов и Управления образования. Всем вручили медали, грамоты и памятные подарки, а также прозвучали напутственные слова и благодарность за их огромный труд за все годы обучения. Не забыли отметить вклад педагогов и родителей, которые поддерживали и помогали во всех начинаниях, так как полученная высокая общественная награда – это результат совместной работы. Сегодня мы чествовали наших самых лучших выпускников этого года. Это 27 человек, которые получили награду «Золотую медаль» за успехи в учении. Так это называется. Но это результат всей их работы в течение 11 лет учебы. Это результат, конечно же, вклада, который внесли родители, поддерживая своих детей, помогая им. Это, конечно же, результат всех наших учителей, начиная от начальной школы, заканчивая предметниками, заканчивая директорами школ, которые, конечно же, каждого такого ребенка берут на заметку и помогают. В Якутске эксперты с нескольких регионов страны обсудили пути развития физкультурного движения. На повестке дня как классические направления, в том числе система непрерывного спортивного образования, так и относительно новые для нашего региона практики, например, кёрлинг. В том числе обсудили вопросы организации и проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в 2024 году в Якутске. Приехали наши коллеги, это директора училища Олимпийского резерва. Также сегодня во время научно-практической конференции через видеоконференц-связь участвовали с департамента образования Министерства спорта курирующий училище Олимпийского резерва. Сегодня мы в докладах услышали в институтах о развитии студенческих спортивных клубов. Сейчас президент нам поставил задачу чтобы студенческий спорт стал более популярным, массовый спорт, здоровая нация, пропаганда здорового образа жизни. 4 года исполнилось местному яхт-клубу 15-летний капитан. Юные яхтсмены не только учатся управлять парусником, но и сами сооружают лодки. Подробнее о клубе и его деятельности расскажет Марферина Алексеева. Ребята осваивают парусный спорт на Белом озере. Сезон плавания начинается с июня. Все лето дети управляют парусниками, а когда нет ветра, тренируются гребле и полезным тактикам выхода из стрессовых и непредвиденных ситуаций. Самый распространенный случай, что встречается при сильном ветре и езде под парусом, это переворачивание лодки. Важно как можно быстрее вернуть парусник в исходное положение. Поэтому ребята должны действовать четко и без паники. Дальше он должен залезть туда, не перевернув лодку обратно. И начать откачивать воду черпаком. По-хорошему, если бы сейчас сильный ветер был бы, он бы помимо откачивания выходит на свой курс, каким шел там, на буй или куда-то, да, и одновременно откачивает ее. Но сейчас ветра нету, просто откачивает. Задача его откачать больше 100 литров. В реальности такого еще ни разу, только вот в практике и все. Ты боишься или для тебя это уже? Вода такой холодная, все, а так страха нету. Преодоление страха и быстрая реакция – основная задача таких тренировок. Все яхтсмены должны уметь принимать решения молниеносно. Тогда я, возможно, повернул по ветру, и мне накренило лодку, вот она же сейчас вот так вот стоит, и мне вот так вот ее накренило. Я жестко забоялся, но я успел туда перекренить лодку, и все закончилось хорошо. Я очень хорошо прокачал реакцию, точность и внимательность. Зимой учащиеся занимаются судомоделированием. Почти все имеющиеся в клубе лодки построены руками ребят. Причем это не просто сборка. Дети вырезают детали из дерева, обрабатывают их, собирают и красят лодки. 95% это все ребятами сделано. С 18 года, получается.
потихоньку строили, вот получился такой флот у нас. Изначально, когда была мысль кружка, ну, это новые яхты, как бы, да, это было как бы непосильно, и пришла мысль, что надо лодки построить просто на все самим, и поэтому из-за этого, благодаря этому парусный спорт в Якутске появился. Получается, что зимой ребята строят, весной проходит теоретический курс, летом практика и в августе закрытие сезона, на котором проходит ежегодная парусная регата. Учащиеся соревнуются в ловкости и скорости прохождения водяной трассы. Также в этом году планируется открыть кружок радиоуправления яхтами. Обучиться парусному спорту могут все желающие. Единственное требование – желание. Стоит отметить, что в клубе есть отдельные занятия для взрослых. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.